Все дни пребывания советской партийно-правительственной делегации во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым в братской Венгрии были полны волнующих встреч, горячих проявлений уважения и любви венгерских трудящихся к советскому народу. При посещении Боршотского химического комбината состоялся митинг, на который собрались тысячи рабочих, члены их семей, руководители предприятия. Выступая на митинге, товарищ Януш Кадр заявил, что дружба Венгрии и Советского Союза нерушима. Она служит верной основой мирного созидательного труда. В эти праздничные весенние дни, сказал Никита Сергеевич Хрущев, все советские люди шлют вам горячие пожелания большого счастья и доброго здоровья, новых трудовых успехов во имя торжества социализма и коммунизма. Пребывание советской делегации в социалистической Венгрии ярко продемонстрировало единство наших народов, братскую сплоченность наших марксистско-ленинских партий, общность позиций правительств Советского Союза и Венгерской Народной Республики. На Березняковском содовом заводе имени Ленина вступила в строй вторая очередь цеха кальцинированной соды. Поддерживая почин химиков города Невинномысска о досрочном вводе в действие новых мощностей, коллектив цеха принял обязательство в первом полугодии освоить проектную мощность производства. Тысячи тонн соды, необходимые для изготовления стекла, для нужд металлургии, химической и текстильной промышленности, идут на предприятия страны. Накануне Дня космонавтики советские и иностранные журналисты собрались на пресс-конференцию, устроенную Государственным комитетом Совета министров СССР по культурным связям с зарубежными странами. Встречу открыл академик Благонравов. Член-корреспондент Академии наук СССР Вернов сделал сообщение о работах советских ученых по составлению карт, по которым будут прокладываться безопасные маршруты для исследователей космоса. Установлена разнообразная аппаратура, которая нам дает возможность... В интересном, увлекательном разговоре приняли участие летчики-космонавты СССР Герман Титов, Андриан Николаев, Валерий Быковский, Павел Попович и Юрий Гагарин. Мы слетали в космос не для того, чтобы на этом наша космическая, так сказать, работа и наши космические занятия окончились. Мы рассчитываем и в будущем побывать в космическом пространстве, выполнять космические полеты и, возможно, не единожды. Сейчас мы проходим соответствующую подготовку, ну, так сказать, для того, чтобы быть космонавтами, быть пригодными для полетов в космос. Когда и кто из нас и как полетит, пока мы еще сами не знаем, поживем, увидим. Николаев. Новый океанский корабль. Судостроители завода имени Насенко приурочили спуск теплохода к 20-й годовщине освобождения города Николаева от немецко-фашистских захватчиков. Освободить дорожку! Начать спуск! Писательница Галина Серебрякова, автор трилогии «Прометей» о жизни Карла Маркса. «Юность Маркса», «Похищение огня» и «Вершины жизни» — так называются части трилогии, первая из которых вышла 30 лет назад. В 1960 году я закончила роман «Похищение огня».
и полная благодарности к 20-му съезду, принесшему мне освобождение, посвятила первую книгу этого романа ему. Вторую же книгу человеку, возглавившему Ленинской ЦК в тяжелые дни борьбы за жрецами культа личности, всем нам дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву. Сейчас я работаю над первой в художественной литературе биографией Маркса и Энгельса. Одновременно пишу роман об Энгельсе и предполагаю его закончить главой, когда Владимир Ильич Ленин, молодой Ленин, собирается в Лондон для того, чтобы познакомиться с Фридрихом Энгельсом. Новый панорамный кинотеатр в Целинограде, рассчитанный на 2500 мест, называют Дворцом Целинников. Его проектировали рижские архитекторы. Кинотеатр оснащен самой совершенной звуковой и проекционной аппаратурой. Тут можно посмотреть новый кинофильм и посидеть с друзьями в кафе. В деревне Барзаву, высоко в горах, живет старейший житель Азербайджана Шерали Муслимов. Ему 158 лет. Он был современником Пушкина и Лермонтова. Во время Октябрьской революции Шерали перевалил из Аст. Он одним из первых вступил в колхоз, созданный горцами Лирикского района, и теперь товарищи по труду пришли на чествование почетного колхозника. Большая семья у Шерали Муслимова. В его роду 150 человек. Всю жизнь он связан с землей. И сейчас любит иногда поработать в саду вместе с праправнуками. Обычно охотники Приморья ведут в тайге промысел белки, соболя, кабана, медведя. На этот раз у Кондрата Шевкунова с товарищами особое задание. Как видите, отлов даже молодого тигра – дело очень и очень непростое. Огромный интерес зрителей вызвали гастроли Королевского шекспировского театра, проходившие в Москве в ознаменование 400-летия со дня рождения великого английского драматурга. Главную роль в трагедии «Король Лир», поставленный режиссером Питером Бруком, исполняет Пол Скофилд, уже знакомый москвичам по сыгранной им во время прежних гастролей роли Гамлета. Корделия, дочь короля, актриса Даяна Риг. Сцена отречения Лира от дочери. Клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости отеческих забот. Отныне ты мне навек чужая. And thought to set my rest on her kind nursery. And said the Lord my sight, so be my grave, my peace, as here I give her father's heart from her. Зрители были благодарны английским актерам за мастерски сыгранный спектакль.